Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Утвержден порядок сдачи профессионального экзамена для гидов. Руины древнего туркменского поселения найдены на дне озера Ван. Мерв вышел в групповой раунд Кубка АФК и другие новости. Программа развития ООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана очередную партию лекарственных препаратов на сумму более $200 тысяч США. Партия будет распределена Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана среди медицинских учреждений столицы и вилаятов. Министерство культуры Туркменистана утвердило условия и порядок сдачи профессионального экзамена для гидов-переводчиков и инструкторов, а также порядок выдачи профессионального сертификата. Соответствующий документ зарегистрирован в Министерстве юстиции Туркменистана. Согласно приказу, физические лица, желающие оказывать услуги гидов и инструкторов, должны пройти профессиональный экзамен. Сертификат выдается лицам, успешно сдавшим профессиональный экзамен сроком на 3 года и дает право оказывать услуги гида или инструктора в соответствии с законодательством Туркменистана. В озере Ван на глубине 23 метров подводные археологи обнаружили очень странное поселение. Рядом с поселением найдено кладбище, часть надгробий которого были отмечены христианскими крестами, а часть – знаками народа Каи, одного из 24 самых древних туркменских племен. По легенде, основателем племени Каи стал сын Огузхана, прародителя всех туркмен. Общий объем соли, добытый на предприятии Гувлыдус государственного концерна «Туркменхимия» в январе-июле текущего года превысил 57,5 тысяч тонн, что более чем на 104% превышает план. Предприятие, располагая свыше 40 миллионами тонн сырья, выпускает йодированную поваренную соль в соответствии с высокими стандартами качества. Оно является первым в регионе и 4-м в мире. В Астрахани в рамках международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны-2023» состоится открытие первого международного форума композиторов стран Прикаспия. Туркменистан на форуме будет представлен председателем Туркменского регионального отделения Союза композиторов Евразии, арт-директором Московского международного фестиваля искусств «Звуки Дутара» имени Нуры Халмамедова, композитором Мамедом Гусейновым. К постановке новой музыкальной сказки для детей под названием «Волшебное слово» приступили в Государственном музыкально-драматическом театре имени Нурмухамеда Андалиба Дашогузского вилаята. Новый спектакль переносит детвору в сказочный мир, где наряду с главным героем-пастушком Батыром задействованы такие персонажи, как Дол, Ягненок, Волк, Лиса и другие. Спектакль создан по одноименному произведению драматурга Аймамеда Ишангулыева. Совместное узбекско-российское предприятие «Газли Газсторидж» планирует значительно нарастить емкость крупнейшего в Узбекистане подземного газохранилища «Газли» в Бухарской области. К 2025 году запасы газа в хранилище будут доведены до 10 миллиардов кубометров, что в 2 раза больше, чем на настоящий момент. Работы по увеличению объема хранящегося газа будут проведены в 2 этапа. Стоимость реализации проекта оценивается в $850 миллионов. Ученые из медицинского центра и медицинского колледжа Векснера Университета штата Огайо заявили о создании вакцины от алкоголизма. Она представляет собой генный препарат, который вводится в организм один раз и восстанавливает уровень дофамина в головном мозге. Туркменский Мерв победил таджикский Худжанд в матче плей-офф Кубка АФК в центральной зоне. На гол Мурада Якшиева на 54-й минуте хозяева ответили выстрелом Парвиза Бокиева в середине второго тайма, а в дополнительное время Мерв вырвал победу благодаря кивку головой Мурада Овезмурадова. Таким образом, подопечные Виталия Аликперова обеспечили себе выход в групповой этап турнира в центральной зоне, где им будут противостоять клубы Равшан, Алтынасыр и Абдышата. Групповой раунд начнется 20 сентября, а завершится 14 декабря. В следующую стадию турнира выйдет только победитель группы. Руслан Мингазов, звездный полузащитник сборной Туркменистана и клуба Кичи из Гонконга, поделился своими впечатлениями от первой игры сезона, в которой он отдал 2 голевые передачи и помог своей команде одержать победу над Тайпо со счетом 3-0. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Туркменпортал» футболист рассказал о своих целях на сезон, о новых партнерах по команде и о предстоящей жеребьевке Азиатской лиги чемпионов. Своими основными целями на сезон Мингазов назвал чемпионство в Гонконге и игры за сборную Туркменистана.
Руслан также отметил, что отдых, который он провел в Туркменистане, где насладился временем со своей семьей и друзьями, помог ему перезагрузиться и настроиться на достижение новых вершин. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.